Ваше внимание, первый бой открытого ринга. В синем углу Деркизинов Рустам, клуб «Нокаут», 10 лет, 34 килограмма вес спортсмена. В красном углу Потапов Илья, 12 лет спортсмену, вес 35 килограмм, клуб «Спарта». Спортсмены встречаются впервые, вес спортсменов практически одинаковый, разница в возрасте 2 года. Вы видите, что бой начался сразу же без разведки. Лидирует немножко спортсмен с красного угла. Он более уверенно работает. Выполняет даже такие сложные элементы. Вот. Спортсмен с синего угла немножко растерян и пропускает удар. Так, звучит подсказка с синего угла, чтобы спортсмен работал первым номером, но спортсмен не воспользовался этой подсказкой. Обмен ударами идет. На спортсменах перчатки 10 унций. Вот, оба спортсмена, в принципе, занимаются достаточно давно. Спортсмен красного угла Потапов Илья представляет у нас секцию тэйквондо, а спортсмен синего угла представляет секцию кикбоксинга. Отсюда вы видите, какая динамика боя, что тэйквондо более на носочках двигается, в ринге танцует, перемещается, то есть не дает себя попасть. Закончился первый раунд. На повторах видим, как атакует спортсмен красного угла. Идет подсказка. Отец подсказывает спортсмену, своему сыну, что как. Зрители приветствуют. Много зрителей в этот раз. Рефери в ринге Тюхтин Максим, чемпион республики по кикбоксингу и карате. Начался второй раунд. И противник, спортсмен красного угла, также активно начинает работу. Мы видим, что спортсмен синего угла немножко начал интенсивнее работать. Но в силу, в силу разницы возраста или веса, точнее не веса, а опыта, немножко все же отстает от спортсмена красного угла. Очень хорошо сейчас поймал прямым спортсмен красного угла. Вот идет размен ударами руками. Напоминаем, что у нас 3 раунда по 2 минуты. Вы слышите подсказки с угла, что спортсмен синего угла стоит, не работает. Идут подсказки, чтобы работал активнее. Подсказка 30 секунд осталось до конца раунда. Пока преимущество все же у Потапова Ильи. Динамика боя, в принципе, продолжается такая же, что и в первом раунде. Спортсмен красного угла работает намного активнее. Мы видим, что судьи показывают отметку преимущества в красный угол. На повторах мы видим, как спортсмен красного угла ловит навстречу спортсмена синего угла во время его атаки. Вот он.
Как раз удар правый прямой. Идет активная подсказка. Настраиваем спортсмена, чтобы выиграл, чтобы удачно провел бой, чтобы активнее работал первым номером. Ну вот третий раунд начинается. Пока преимущество 2-0 спортсмена красного угла. Очень сложные элементы выполняет спортсмен красного угла. Потапов Илья. Удары ногами с развороту. Работает разнопланово. И ручками, и ножками мы видим. И с правой, и с левой ноги работает. То есть уровень спортсмена довольно хороший. Руки опущены у обоих спортсменов. Вот, ну, также активно все продолжает работать спортсмен красного угла. Динамика боя, в принципе, что в первом, что во втором раунде, ну и в третьем раунде, в принципе, одинаковая. Рефери остановил, потому что удар был ниже пояса, спортсмен синего угла во время атаки попал ниже пояса. Но замечаний не было. То есть, удар был вскользь, и что замечаний не было. Мы слышим, подсказки идут с синего угла. Проваливается спортсмен синего угла, стоит, и поэтому получает удары. Ну а спортсмен красного угла молодец, работает серийно, что с правой, что с левой ноги. Выполняет удары с развороту, только что он продемонстрировал это. Работает руками. Пытается пробить в голову ногой, но спортсмен синего угла все же видит эти удары ногами в голову и защищается. Гонг прозвенел. Третий раунд закончился этого боя. Все три раунда забрал спортсмен красного угла. Ну, на повторах видим, как спортсмен красного угла ловит своего противника. Победа присуждается спортсмену красного угла Потапов Илья, клуб «Спарта».